Салям алейкум. Салям алейкум. Это что, у вас самый большой дом в районе, что ли? Нет, самый маленький. Салям алейкум. В живописных местах вы живете. Подождите, у меня же камера, я вас уже снимаю. Уже снимаю? Без объявления. Все, мне страшно. Так, что мы сегодня делаем? Без... Вот, мы Это- ждем вас. Это вот хайвей вам да. попьете. Сау. Пока можно закрыть сейчас. Ой. А, ничего страшного. У вас джами такой красивый здесь, да? Это мама построила. Серьезно? Да. Нашел спонсор. А это на этом месте было джами или нет? Нет, Джами было в деревне при въезде. А это отец в середине 90-х взял А как называется Гектар. джами? Хозджамис. Хоз джамис. Взял гектар земли под мечеть с боем. И вот нашел спонсоров. Но это какая-то мистика. Как он нашел и за 9 месяцев построил. Это действительно мистика. Вот Вы так были вот. в наших местах? Ну конечно. Я же свадьбами Он занимался. же свадьбы снимал. Я, по-моему, и в этом джами, по-моему, мы и никях записывали. В каком году джами Скорее был всего. построен? 90-х. 90-х, конечно. Значит, мы там были. Не, она была в 2002 году построена. Точно. Кто за садом следит? Я. Вы? А вы здесь часто? И поэтому и похудела. Вы здесь часто бываете? Ну, фактически я сейчас уже 3-й год езжу. А, так вы туда ездите, да? Просто на Езжу, работу. Да. Ну, она мне захотела. А отсюда не захочешь уехать. Нет, здесь, ну, мне очень тяжело. Ездить, Ездить, да. дорога зимой, особенно 2 перелома. Ну, здесь от сада почти ничего не осталось. Деревья. И вот эти я посадила, ухаживаю. Вот, посмотрите, чешме у нас такой. Ну, у нас здесь диалект говорят кешме. Да, знаем. Знаете, вот, сделали Кешме. мне с тангой такие Для мастера. птичек, вот видите, все как пишет книжка. М. А где этот мемориальная доска? Кто основал Чешме? Кешме? Это здесь Насихат? вы сами выкладывали? Азиз. Насихат должен Он быть. выкладывал, это его идея, вот там бой, этот. Тарахтамга вот здесь тоже. Цветы, смотри, как красиво. Ну, это все. У нас здесь погода что-то не очень. У нас такая. У нас еще хуже. Мы сюда заехали, и солнце выглянуло. Делавер говорит, не зря солнечная долина. Это летом приезжайте, здесь инжиры. Виноград. Ну, инжир у нас свой есть, вы чем-нибудь другим заманите. Сарай нас инжиром не Ну да, вас удивишь. этим не удивишь. В Бахчисарае у нас и гранат есть. И у вас, наверное, нет граната? Нет, у нас и гранаты есть. У нас и зизифус есть. Зизифус? Да, у нас здесь и, кстати, киви росли, но они, ну, так как не поливались, мы здесь не жили после смерти отца, и киви у нас пропали. А вот это что за палки? Зеленые с белым наконечником. Палки это деревья. Нет, вот рядом А, с деревом. это стержни. Яблони специальные. же это? Нет, это стержни для поддержки. Ну да. Мгм. Да. Но деревья яблони или нет? Нет, это хурма. Там разные. У нас очень, я решила, инжир, так как у нас никто не ест инжир, я приглашаю друзей с Симферополя, чтобы они пришли, собрали. И я решила посадить хурму, гранат. То, что едите вы. Но уже Нет, не- ну то, что поспевает. Просто инжир, он же поспевает постепенно. Он вообще все лето, да. Он все время дает. И урожай. осень у нас поэтому тоже. немножко у нас такой проблемный, так как мы не едим. Вот то, что имеем, мы не ценим. Да. Вечность будет. Не, это не то, что не ценим. Просто его много, и этого Да. изобилия уже Да, как-то да, это. да, Ну вы давайте, и мы за вами. да. Да. Ходите, ну, Ну, Да. Вы же должны дорогу показать. Показать, да. А, я думал, вы говорите, только разуваемся. Я хотел, Нет, ну, разуваемся. думал, в обуви можно. Да, здесь разуваемся. Салям алейкум. Ага. Так, я вот так вот тебя в сторонку просто. Салям алейкум. Проходите. А вы на маму похожи. Да, я на мою. Так бывает. Ну, так. Салям алейкум, мне кажется. Вот он, сотернус. По характеру. Ходи. Салям. Салям алейкум. Вечность.
Татарскую комнату мы недавно сделали. Ого. Да, вот. Да? Моя мечта 20-летия. Слушайте, а вам не это делал случайно, не Ильдар? Да. Я думаю, я же видел это фото, я же вот это уже видел. Да? А он где-то выставлял, что ли? Да, в Фейсбуке. Ну, это- А, да? Я это видел, я поэтому сразу узнал эту Кичнес. комнату. Вот это вот наша комната. Слушайте, Он, конечно, машаллах. оплатил ее. Кичнес. А, Машаллах, это очень красиво. Вообще, я думаю, что сейчас многие вот такое уже мечтают о мы таких мечтаем вещах. еще только. Ну, Inşallah. Да, Günümüzde иншаллах, кайтсın. olsun, olsun, иншаллах, olur. Я 20 лет назад примерно где-то в интернете увидела типа таких качалок. И вот и у меня вот это вот пока ремонт сделали. Подождите, а вы в Ханском не видели, что ли? Вы же как там похожи же. Нет, ну это не на французском. Не, ну, принцип сам имеется в виду. Давайте кавиден башлаем. Да. А, Сузубек конечно. А можно хаве снять, да? Я извиняюсь. О, Дай мне микрофон, дай мне. Я готова кушать. Не, ну подождите, некрасиво такого нет понятия. Ой, здесь стол такой. Некрасиво это когда приходишь к людям, а у них стерильная кухня, знаете, на которой даже нету намека на то, что что-то готовится. Вот это некрасиво, как мне кажется. У вас интересное пространство, вы вот это вот открыли, соединили зал и кухню, да? Да. По такому- оно было- ну, вообще было по-иному. Бабам, когда строил дом. Так, здесь у нас что? Ну, как вы думаете? Да. А дед Так, зря называется. давайте свой рецепт. Что делаем? Холодную воду. Так. Так, хави вы потом насыпаете, да? Сейчас прям, чтобы с пенкой было. Ну, вообще это закон подлости, может не получится. Ну ладно. Вы вообще меня снимаете? Да. Ну мы же так не договаривались. Ну, вы знаете, я вам скажу так, что когда я берусь за съемку, это всегда получается очень интересно, информативно. Тем более, знаете, вот я в хоз был, и я не знал, что это Джами ваш отец построил. А это, я считаю, что несправедливо. Люди должны об этом знать. Так, вы, значит, кофе положили, да? Да, сейчас мы делаем. А сколько ложек вы как считаете объем? Ну, примерно по объему вот 4 ложки. На этот объем, да? Да, Мгм. ну, смотрю по консистенции, да. Как Ну, это многолетний опыт. ну, для Эрги. Не, ну, подождите, ну так же или нет? Ну, не знаю. Так же, Там- так там- же. Там может быть и неопыты, ну. Я не хозяйка, я вообще не хозяйка. Нет, Конечно. это мы вырезаем. А. Потому что у вас здесь самсушки пекутся, у вас здесь все нормально, и вы не хозяйка, да? Да, это редко бывает такое. Ну, мне просто... Мы же с вами давно хотели встретиться. Да. Ну, я все побаивалась, но вот сегодня я очень рада, что вы приехали. Мы ехали с удовольствием. Я сразу сказал, я вообще очень люблю дальние поездки. Ну, когда куда-то ехать надо. То есть для меня наоборот это расстояние, как знаете, интересно. Мне нравится ехать подальше, потому что я Крым довольно-таки нормально знаю хорошо. Это из-за того, что я в прошлом работал свадебным оператором, то есть я весь Крым съездил. И поэтому даже вот в той профессии мне нравилось далеко ездить, хотя это было немножко утомительно. Но вот поэтому мы с удовольствием, когда вы сказали, да, что нужно в хост приехать, я очень с удовольствием даже не раздумывал. С вами. Да, Просто у меня она, ей 91 год, да. но она так сейчас, к сожалению, больная немножко, у нее по зрению инвалид. Ну, 91 год. Ну. Ну, я всегда говорю, старость, она чем-то, ну, қарсылықта бірші тәшіліп чықа, как говорят. 100%. У кого-то ноги, кто-то Да. Аллагу стермесын, лежачие больные. А вот она, ну, у нее после трагической гибели сына, вот у нее просто она... ну, Для любого родителя это испытание. да. Это- И поэтому вот сейчас мы будем это делать. Вот. А кофе вы вообще вот, вы в семье варили кофе, да, у вас в семье? Ну, Как у вас вот по традиции кофейной? ну, если приходят гости, всегда варим кофе. Ну, как? Традиции как таковые. Ну, у меня хартанам раметли, кота. Она же кота. Кота, да, я знаю. Слышал такой. У нас кота раметли, вот, всегда говорила, эмбры,
Хотя они, родители говорили, кто с дальней дороги, сначала надо накормить, потом кофе. Ну, Это с дальней дороги. С дальней дороги. Но все поэтому равно... у меня неправильно сейчас получается. Я его должна сначала накормить, потом уже сесть, кофе пить. Ну, Нет, будем... почему? Считается и так, и так. Главное процесс. И это у нас котам Раметля, мы же выросли. Меня, кстати, очень часто спрашивают, кто я вообще. У меня она многая, керченская, баба. Ну, ты мы з Ялыбой, у вас и керченский, и судакский. Керченский тоже ялыбойский же. Нет. Двухсторонний. Да. Ой, ялыбойский. Ну, кстати, у меня отец никогда не говорил, что мен ялыбойлы. Он говорил мен татом. Судацкий это Да. тат. Но Тат виляет. да, есть одно такое подозрение, что Ялыбойлю это Ялта, Алушта. Вот есть такое подозрение. Да. Даже здесь нет. даже есть определенная теория на этот счет связана, но она ничем не подкреплена, поэтому я не сильно не рассказываю. Так, у нас пенка подходит. Да. И мы Вы сейчас- сразу снимаете с огня, когда у вас поднялся Нет. кофе? Вы настаиваете И у его? меня котам всегда говорила, что бір тамчы салқын су қоймаған. И вот у них какие-то это было типа янай, и он суытмақ үшін. Интересно. Ну, может, для того, чтобы гуща немножко упала вниз. Ну, сейчас вот попробуем так сделать, Интересно. как котам говорила. Как котам делала, да? Она всегда и так. Мгм. Ну, я хочу сказать, и у меня получается, что анам это, и как-то мне, я всегда это говорю, Зира Ханум Бекирова, Мгм. достом, да? Да. Шала. И она Ханум такая, определенно. она как-то меня спросила, Зия, а кем ты себя больше чувствуешь, таткой или нугайкой? Мгм. Я сказала, Зир, ну, вот послушай, мені котам острда, Мгм. я, без так в те времена, 70-е, начало 70-х, очень много людей приезжало, бабам кодишлеры, да, коски. Кстати, у нас 43 семьи становилось, и мы как-то считали 43 семьи, которые вернулись в Крым и жили Через у нас. вас. Через нас, да. Да, раньше Мы вы им давно... помогли, да. Да. И они у нас жили какое-то время, бабам им там искал дома. В общем, их схасы, и я говорю, аттан менің ноғай анам, Мгм. қосчалафеті. Мгм. Кім мен өзім насын не дуяжан, кім ол? Но у вас керченский кто? Анам. Анам керченская, а баба судакская. Баба Коски, Кос. да. Мгм. Он с этой деревни. И поэтому я говорю, вот как-то, и я разговариваю на Косском. Ну, вот это вот я наше, вот это самое фирменное слово. Ну, я тоже услышал, не только в козе. Не, ну у нас, знаете, оно же столько оттенков, там, и Да. восклицания, и... Да, интонация. Да, и все эти вот именно вот это слово наше «я». По «я» сразу можем вычислить, что это Я. судацкий. Мгм. Ну, не знаю, вот у меня бабушка тоже так говорила, но поэтому я даже... Может быть, это уже заимствованное уже там в Азии, не знаю. Может, да, там же вообще конушлара. Как мама говорила, моя, она и говорит, что мы не знали, кто та, кто ногай, то есть вот работала, да, совет документ, никто об этом ничего не говорил. Ну, у нас раньше, вот котам Раметля, Солейда, вот я на Шакой, ну, рядом, да, село, это Тохлух, и здесь такое, с козов Тохлух дальше не давали, да, вот, и не брали девушек, да, там или замуж уходили. Мгм. Вот коз Тохлух, они все друг другу родственники. Здесь 2,5-3 километра оралов, да, Мгм. а получилось, что в Узбекистане, видите, как бабам женился на механике, нашел Мгм. свою судьбу. Ужас. По тем временам. Ну, наверное, это было. Но он, наверное, слышал фразу, ты нам больше не сын. Нет, не такого не было. Ну, для котам это, конечно, было немножко такой стресс, наверное. Она, ну, так как она очень спокойная, и Спокойный стресс получился. она такая у нас очень спокойная, уравновешенная. И баба, А вы помните, да, эту ну, маму отца? Она ее же выросла, конечно. Ну, какие, что это за люди были? Котам? Мгм. В смысле? какие люди? Ну, вот, Котам была самая чистоплотная в селе. Для нее вот ежедневный ритуал у нее был. Встала, намаз, она с 8 лет намаз кылает, Мгм. Куран охает. И вот до последнего. Вот она намаз почитает Куран. Нет, сначала. И потом она убирала.
убирала дом и делала каждый день все 5 комнат, которые мы жили у Ленина тогда, все 5 комнат. Так, это вы наливаете просто холодную воду? Да. Для чего? Ну, там так вообще. Не объясняла, почему? Ну, она говорила, что янаем дегенде, Угу. каве янайке, Мгм. и он отибиран нет, Мгм. ернике. Угу. Остановить процесс приготовления, наверное. Да, она так говорила. Ну, интересно. Интересно. Поэтому пойдемте. Лена. Стараться edilir. Да. Посередине, что ли? Здесь есть один нюанс в приготовлении Ben size kahve кофе. hakkında bir şey söyleyeyim. Bizde güzel adet var. Sabah kahve içmeli. Sabahtan kahve kokar Tatarların evinde. İşten yorulup gelsen, oturup sen kahve iç. Kahve ruhun götürür, yorgunluğun savuşur, keyfin yerine gelir. Misafirlikte varsan, bizde adet boyunca başta kahve koyarlar, son sofra donatırlar. Bayramlarda, toylarda bizde kahvesiz olmay. Bayram kayırlap barsan kahve içmesen olmay. Bizde güzel adet var, toplaşıp kahve içmege. Kahve ruhun köteri. Gelgenler tanış olur. Sonra olar dostlaşır. Yaşasın bizim adet. Sönmesin, gürüldesin. Bizim nesillerimiz adetini devam etsin. Bu kahve hakkında. Машалла. Да, нам вот. Машалла. Ана, Беріңіз. сөйлесе ана, катам her вақыт kahve pişirende bir damcı salkın su. Ne manada? Onun asadığı otura. Yok, katanmasın diye de o asadık nesi. Тельбе? Тельбес атайдысы? Ya nesi tilbez. Ana, o diyordu yanayım degende sigaran soğutmaya kahveye gerek. Öyle dedi. Ну, как-то такое у них это. Она как-то говорила так. Ну, в общем. Олар келіштіріп, Оля Дильбер Да, не да, етейділер, да, лaf етейділер. Ну, в этом есть смысл, между прочим. Надо попробовать. Машалла қавеңіз. Бек Дильбер. Ой, я так старалась. Стараться этим. Машалла. Шнук. Пенка на месте, все присутствует. Подтверждаем. Hediye ketkende canım sıkıla Ya, bir-iki şeylerini люблю полностью. Я тоже люблю. oylanıp çıkaramam Как мы işte. похожи. Ben Казалось бы, да? Ну, С разных регионов. şair değilim. Tatarca okumadım. Özüm bile А bu şiirini siz yazdınız, sozdunuz? ya İyi, Maşallah. maşallah. şeyde özüm lavpak dilimden Ne, aytmаңыз. çıkargan suyum. Машалла сізге. Машалла. Siz қара қаве içесіз? Сейчас Я. будем пробовать. Машалла. Интересный способ приготовления. В конце, когда уже пенка была готова, а я вот на этот микрофон, когда пенка была готова, налили немножко холодной воды, чтобы, ну, как бы переводя на русский язык, чтобы прекратить горение кофе. Но я думаю, что смысл в том, чтобы остановить или замедлить приготовление кофе, чтобы он как-то зафиксировался, то есть немножко охладить, соответственно, прекратить процесс варки кофе. То есть он же варится все время, даже в чашке вот здесь. Интересно, надо попробовать. Так. М. Каймак. Да. Ну, сығырымыз жоқтыр. Подождите, а у вас в Козе тоже этот, да, этот каймак? Я вам налил. Да. Мы же одинаковые. Вы со сливками, да, кофе пьете? Да, обязательно. А что говорили, что это в С степи? сухарями. Только в степи пили кофе? Да нет. Бұрыныз, алыңыз. Білмеймін, мынасын. Сау. Бұрыныз. Ну, вкусный кофе, между прочим. Саунс. Шекер. Конфетлер алса. Конфет Я береміз. мен парварда вермісің. Парварда. Сейчас. Алыңыз. Bizim azbarımızdan yüzüm. Маш. Апельсин тоже? И бананы. И банан.
Расскажите немножко про джами. Вот как это... То есть здесь вот в хозе джами не было. Не было. То есть можно вам петличку повесить? Хотя здесь звук хорошо слышится, но все равно пускай будет у вас петличка. Просто понимаете, я объясню почему. Это очень важный момент, потому что джами, он же, во-первых, объединяет, да? Он как будто бы делает маали законченным. То есть все вокруг джами объединяются, да? Там юхары маали, там выше, ниже, вот как устроено было. И, соответственно, вот в этом хозе, да, не было джами, и вот ваш отец, он стал инициатором строительства этого джами. Да, расскажите вот это, ну, в двух словах. Вы знаете, когда мы жили долгие годы в Ленинском районе, да, говорю уже, в Ленина, и когда он вышел на пенсию, вот участки у нас в 90-м году, да, нам давали первые участки. И бабам-то сказал, нас всех собрал, у нас 2 детей, и он сказал, мен кочеджем коеми, все, я уезжаю в свою деревню, я не хочу здесь жить, вы как хотите, вот вам дом, вот как хотите. И Как хотите. ну, вот вам дом, я оставляю, ну мы же взрослые. Он показывает уже. решительность свою. Да, ну я беру там участок, и он один из первых, вот эта улица у нас, первая улица. Он взял участок и начал строить. Какой год это был? Это 91-й. Ну, Ну, я сделаю такое дополнение, что для многих 91 год, 93 год это время возвращения, а вы в это время уже 20 лет жили в Крыму. Да, Это, Даже больше. это немаловажно. 22 года жили уже. Это немаловажно, Да. потому что люди, ну, по привычке думают, 91 год, но это с Азии вернулись, а вы уже как... Ну, это вообще в Крыму, вот сколько мы, 55 лет в этом году как живем. Это 5-й дом у нас. 5-й дом. Который построили. Нет, ну у нас не строили, у нас забрали дом. Это в Калиновке мы жили, в Ленинском районе. А почему забрали? Ну, потому что не прописывали. И я хочу сказать просто немножко как с мечетью. И у нас была мечеть, у нас вообще сама деревня была наверху. Там с этой деревни только 2-3 дома осталось. А вот когда вы ехали внизу, вот бабам сейчас на этом месте, ну, бабам у меня вообще такое, конечно, очень много оставила для деревни. Там есть памятник погибшим во время войны. Вот на этом месте была когда-то мечеть, 200-летняя. И когда стал вопрос, отец начал добиваться, чтобы дали землю. Он сказал местным власти, вы у нас разрушили нашу мечеть, дайте нам землю. И так как здесь вот было компактно поселение, наш поселок, и здесь наверху отец почему-то вот именно это место выбрал, наверху над селом, он и добился, выделили гектар земли. А через дорогу у нас был комплекс тепличный, заброшенный, и отец добился, чтобы этот комплекс не разобрали, что стройматериалы под мечеть. И в те времена нынешний муфтибей дал немного денег, и отец кому только он и к Дэчу обращался, ему нигде не говорили нет. И он на эти деньги ему дали технику, но он даже не на технику, а на бензин. И с джематом они разобрали этот тепличный комплекс, у нас есть фотографии, это все, и перенесли буквально через дорогу на это место. И бабам вот с этой идеей ко мне, вот балам, давай мектуб яз, спонсорлар тапаях. И мне это было, ну, представьте, это конец 90-х годов. Вам сколько лет было тогда? Мне? Да. Не, я уже взрослая была. Ну, сколько? Лет, Примерно. Лет 30. Лет 30. Нет, это для того, 30, чтобы понимать 35, да. инициативу. То есть, как вы к этому Я уже относитесь? тогда в Симферополе жила, и вот он тогда, и отец вот мектуб яз. И вот я как-то сидела там, что-то писала. Вы знаете, это просто когда у Аллаха, наверное, очень хочет. Ну, мне казалось, как это в такую деревню, где тогда у нас было 70-80 семей, и мечеть построить. Вы знаете, буквально, когда мы разослали эти письма через интернет, ну, это был долго, 2 года, наверное, ждали мы, и нам обратился с Кувейта один шейх с предложением построить мечеть. Ничего себе. Это, знаете, это можно объяснить. Это Алладан Смет говорят же, это да? можно объяснить тем, что столько энергии вы
отдали этому. Много понимаете? людей. Космос, да? Да, ну как сейчас Да, говорят, да, да, во да, Вселенную. да, Но да. это так, по сути, потому что вы же об этом думали, об этом говорили, это искали, Это смотрели. отец, у него были какие-то, вот он все, Балам, Яс. И ну, А мы когда связано? Куда вы через написали? интернет, вот он поехал там в Донецк, в медресе, он там оставил, куда-то поехал, там оставил. Вот везде, муфтият поехали, там оставили. Вот мы везде, где могли, оставляли эти вот письма и фотографии. Мы еще сделали фотографии, посчитали, сколько там у нас блоков, сколько у нас ФСок, вот этих всех. И это все, сколько, вот это все вот мы место. Как бизнес-план, слушайте. Ну, Вот у нас есть свои ресурсы, да, дайте нам да. полноценный Понимаете, бизнес-план. поэтому и нам построили большую мечеть, потому что у нас был готовый, у нас джемат был готов. Он выложил свою вот какую-то, вот мы сделали столько, помогите нам поднять стену. И вот такую большую. Ну, это же не только мечеть, у нас там Дерсхане, у нас там сзади еще и музей бабам сделал. А там он работает? Ну, сейчас нет. М. К сожалению, после смерти отца у нас не нашлось последователя его дел. А сегодня здесь сколько живет в Комстах? семей? 177, 170. да. Ну, нормально, это не Да, мало. да. Ну, довольно здесь. А чем занимаются здесь люди вообще? Вот как вот? Ну, сейчас, ну, в основном это летом по сезону было, Сезонная а работа. сейчас вот Таврида, там многие ездят ребята, вот Таврида молодежь. это что? А, Таврида Да, арт, арт. которая. Таврида. А, еще в совхозе на винограднике, у нас же виноградные поля здесь. То есть это сезонная такая Да, работа, да? да. Всё равно? Ну, в совхозе она не только сезонная, а круглогодичная, ну, на полях. Фотографии Но отца. это важно, знаете почему? Потому что мне всегда интересно, чем люди живут, потому что это определяет многие вещи. Это отец, да? Да. Рифат Муслимов. И вот когда здесь даже как-то приехал один поп, и он уезжал, это вот он на хадж съездился, его вещи с хаджа. Вот так вот сделали. А фотография это тоже он, да? Да. Мгм. И приехал, здесь отдыхающие были в шоке. Они говорят, мы уехали в прошлом году, но эту мечеть построили за 9 месяцев. Говорит, ничего же не было, приехали, уже мечеть такая огромная. Ну, Динди вот просто есть. Алладан Ксмет, говорят же. Вот Ксмет Олда, да. Ну, получается, весь местные все люди помогали, Да, работали. да, потому что, ну, как бы, ну, представьте. А нам вот у нас, а нам у нас была бухгалтером. Вот. Казна. Да, тогда вообще, ну, так как отец это все, у нас была, вот вы увидите, победа, он на этой победе ездил. А, это ваша победа? Да, это Синяя. папина самая знаменитая победа. Ну, да, он на ней лет 40, да, А я думал, проездил. у вас забор, что ли, нету с соседями? Думаю, Нет, ну, нет, знаете, уже нет, такой нет. стереотип, это вот победа. Победа, да. Вот на этой победе он ездил, везде доставал вот эти стройматериалы, песок, гвозди. Приезжал там, и она все это фиксировала, когда приезжали эти с деньгами, вот им Тетрадь с отдавали. баром, да. Тетрадь баром сохранилась. Сдали. А вот скажите мне, вот он такой активный был, да? Это доктор Мухаммад, да, вот тогда вот. был. Вот он Да, активный был, проект. занимался общественной работой, а на что вы жили? Вот это же Они, зарабатывали? они были пенсионерами. А, уже пенсионеры. Да, бабам же на пенсию вышел, и этот дом начал строить в 60 лет. И в 70 лет он начал строить мечеть. И он всегда говорил, вот у меня отец, он никогда, вот у нас же есть такое, я считаю, ну, как-то непонятно, откуда это вы вообще, и я тоже ярый противник вот садага парасы. Ну, дуаларда берелерде, Мгм. втер садагамы, втер. Не на джиназе, а на вот дуалар дают же деньги. Бабам никогда не брал, всегда был против. Почему? Потому что он говорил, я пенсионер. Это человек, который дает, может, он последние деньги дает. И зачем мне его, вот, он слезы его детей. И он никогда, если даже ему, ну, там, если, там, допустим, довольно, ну, А он зажить, не Мамлах это, да? То есть дуа читал? он, В контексте я он не был могу понять. председателем мусульманской общины. Ну, то есть он дуа проводил?
Ну да, и дуа проводил. И да. вот про эти деньги он говорил. Да, он про эти деньги он никогда не брал и другим говорил. Но если это вот смотрели, и многие стеснялись потом Да. брать деньги. Evin nesine baka, nasıl fukara yaşasa, getirip yana balam paranı, koy bir yerge. O ne sadaka parasına dua edi. Buna endi qaytarıp al da ballarına aşatırsın sadaka paranı. Netme dep. Öyleligine Ну, а если более-менее зажиточный, он эти деньги брал и в джаме относил. Вот так вот. Ну, там они, санам, я же говорю, они такие... вот эта решетка у нас в джаме, ну, если поедем, они вдвоем это красили. Там был просто рай. Он с каждой семьи говорил, вот, сен буле чичекетар джамия. Там розы у нас все благоухало. Эти деревья, там столько деревьев было. А почему преемника не нашлось? Есть же люди. Он сколько говорил, сколько предлагал. У нас никто не согласился. Почему? Ну, потому что тяжело с народом Ответственность. работать. Да. С народом очень тяжело работать. Ну хорошо, народ О, понятно, мало но поручений а личная берете, инициатива, просто именно ухаживать я за поеду. розами там. Нет? sen К bile сожалению. bile yaparsın. Но сейчас у нас молодежь, они все Она работают. сама Они меня пришли, поэтому. сделали намаз и ушли. Особенно. Но есть здесь, нет, Аклар на Сулеймим, есть инициативная группа ребят, которые занимаются. Ну, конечно, это нету лидера, кто это их объединит и кто поведет. Вот Бабам это делал. Он еще и книгу о своей деревне сделал. Там, у нас же деревни нет фактически. И они сделали с другом, это Рустамагали Ганиев, они восстановили деревню. И в книге написали, вот, допустим, 10 номер. Там в карту смотришь, 10 дом, где его предки мои, допустим, жили. И в 10 номере состав семьи. И в депортации кто где умер. И кто вернулся. Это Вот, в книге есть. да, вот такое. Это ценная информация. Откуда Да. он эту информацию? Они здесь, Бабам несколько лет собирал эти, не несколько лет вообще, он вот это вот с книгой этой, я же говорю, вот у него вот такое было стимен, да, и он я книги, когда помню, делала, вот Юкар Каралес, вот Джафер Уджая, и он такой, Гелим, по-моему, Гостерим Бабам, Аблязис Велиев должен был сделать, но он у него все время откладывал, и лет 15 ждали эту книгу. И потом Бабам как-то мне говорит, Балам, я пса. Говорю, Бабам, вахтам ёхтар. Вот я ж поехала, приехала, здесь вот пару дней помогла, уехала. И потом он это говорит, как-то мне сказал такую фразу, «Эбет мен 07, сен сон уянырсын, Да. а мен кормим». Я ему дала тетрадь, Баба, яс. И вот мы за полгода выпустили книгу. Вот видите, вот эта вот инициативность, да, это очень мощная штука. Вот не хватает инициативности. Вы знаете, вот вы говорите, у вас 170 человек. У нас 170 семей, да? Вы говорите? Да. У нас, вот мы живем в микрорайоне, 7-й микрорайон, у нас больше семей живет, но нету джами. Вот только сейчас начало строиться. И то я не знаю, кто это строит, что это. То есть вот инициативность, она очень важна. Ну, безумцев храбрых поем мы славу, да. Это же объединение людей, понимаете? Если люди сообща строят джами, они же потом и в других вещах тоже сообща что-то делают. Хотя бы знаются друг друга. Когда Бабам построил мечеть, у него потом такая была идея памятник депортированным оставить. И он вот ходил там. Ну, у нас джамат, в основном своем у нас готовы вот 30 лет, более 30 лет люди живут, еще дома не готовы у всех. Ну, то есть такой контингент, богатых нет Да. здесь, да. И Бабам вот деньги, Парату Пламая тоже, знаете. Вот он, допустим, те бизнесмены, которые у нас Ялы, да, открывали кафе там со Старого Крыма, Башхаерлерден. Бабам подходил и говорил, сіз қозын ялысында пара япасыңыз. Ярдым ет, джамия. И никто ему нет не говорил, никто. Сколько он в совхозе, сколько нам помогали. Помогали эти люди? Очень, очень. Он сколько... Вот эти бочки, которые вот эти большие для воды. У нас 2 бочки дали.
огромные. То есть никогда нет, вот сколько отец ходил в этот сельсовет, тогда был там акционерное общество, никогда ему нет не говорили. И всегда говорили, это, дедушка Рифат ага, Рифат ага. Вы всегда просите для кого-то, вы никогда для себя не просите, бабам говорил. Мне всего достаточно, вот, помоги, вот для мечети, помоги. И когда возник вопрос памятник депортированным, вы проезжали, наверное, флаг видели вот это? Да. Вот это памятник же. Хотя у нас высылали, собирали атлар араны, это наверху. Но так как раньше же здесь были поля все виноградные, и бабам тогда обратился председатель сельсовета, сказал, Степиков у нас тогда был Игорь, сказал, помоги, вот надо оставить память. И сделал, Игорь нам сделал. Второй этаж, да, еще этот? Ну, а баба когда строила, с этим было, что мансарда там должна быть. Там очень красивый вид на море. Ну, еще бы. У вас вы в таком месте. Не получилось. Только не показывайте там, пожалуйста, беговую дорожку. Ну, подождите. Во-первых, беговая дорожка это красиво, во-первых. Зачем это делает? Не, подожди, а что это? Это же... Или вы скрываете от всех, что вы похудели? Ну, нет. Я с вами даже могу поделиться, как я. Со мной? С утра? Это кето-диета. Всего лишь. Ну, сейчас же это же не кето. Ну, это нет. Но я это не ем. Это отдельное, как говорится. Да, отр называется. Она, а вы на отр. Я авында отр. Ну да, Или отр. ханым, как вам удобно? Геля. Давайте я вам помогу. Нет, отр. Просто я сейчас хочу горячий вам сразу дать, чтобы это... Мне нравятся вот эти ниши у вас такие Да, он красивые. ее сделал вот здесь вот вообще так это. Красиво. Ну, Это же здесь дверь была. Под впечатлением. Как дерево? Ну, это такая У него тяжелая. феноменальная память. Она вплоть до даже сейчас в этом узнаю для себя что-то новое. Ну вот этот сон, у вас там нету этого сна? Нету, этого нет. Да. Он такой мощный вообще, такой символичный. И действительно, ну вы знаете, вот у нас почему-то старики вообще не рассказывали. Они, ну, как-то, видать, избегали этого. Вот этих вот тем. Тяжело же было. Мен школада оқығанымда татарша сөйлесем, оларда ағыр. Сіз татаршасыны сізге қолай айтмаған. Рус тілі ол сіздің тіліңіздегі да. Я. Мен енді 30 жылдан берлі русша лаф етмеймін. Çalışқанда текаран бір тілні білмек үшін, оның үшін онда çalışmak лаф керек. етмек керек, бет. Оны сөйлемесең ұмытасың. Енді 80 жыл кешті, конечно, ұмытмаға ұмытсаң да о қадар не деген. А сізде ақылыңызда, вот, сіз анда кеттіңіз, бабаңызбен анда кеттіңіз, у көйге, бұ көйге, сіздің ақылыңызда мұшы нелер, Я. көчмелер? Бір Я көйге больше бардық, что онда купил да во время войны, пошел купил. бар. Ну, бабаңыз олай, насыл айтайын, олай сильный адам еді, да? Күчлі Күчлі. адам еді. Олай, как Бабамдеке. духом, Духовитый. да. Не, бірінші Первой мировой, Что за в смысле? участник Первой мировой войны. Слышали? А за нею повариха, сватья, повариха. У нас это обязательно должно быть. Умение готовить. Ну, у меня как-то семьи не было. Я как-то... У вас своя семья. Как я поняла, отец был очень строгий, да? Отец был очень строгий, такой требовательный. Да, у нас за русского было запрещено. А татарские времена... вот так. Ну, если У нас муж ему только- поднять, вы тем Кстати, более поднимете. Вот Катан, Рамекли говорила,
тогда кмол соусу. Да, да. Это... Чингене умас. О, это у меня бабушка говорила. Да, тоже, да? Конечно. У Это не меня... на камеру. Причем это у на нас- змея, у меня хартан Çünkü на змея. они чиндесен, çünkü Rus'unu, ну, не, христианы dönmege mümkün Müslümanlığa. А, А Чингенен Алласы yoktur. и она- Вот так они они же говорят. они же язычники. Ну да, и да, вот так. Они не Пожалуйста. то что язычники, они очень крепко держатся. У них коммуна очень сильная, их разбить невозможно. Ну да. Так, buyurunuz. Давайте. Келін сотым. Отырыңыз. Сарма, долма и все, что есть. Pamuk yıkmağa gitti. Kartana evde kala, onun canı sıkıla. Alçak küçük evşikti, kapı pencereleri zar zara tutup dura. Tabanı onun toprak, duvarları kapkara. Kartana oturup yorla, ratlanmağa yeri yok. Yastık minder döşekler hepsi kırımda kala. Kartana çığa konuşmağa kimse yok. Kapı yanına barıp kökке bakıp otura. Kökte kara bulutlar yerge sarkıp duralar. Kartana kara bulutlarga yüreğinin surunu aşa. Bulutlar, gezeceğin bulutlar. Meni de alınız. Vatanım Kırım'a. Evime yaşagan evime aketip koyunuz. Kapımı açıp, evime kirip, oturgan yerime barıp oturup, elimi көтеріп, dualar yapayım. Ya Rabbim, Kırım'ın kapısını sen aç. Milletim vatanға kaytsın. Tilinin dinine olar unutmasın. Kırım'ın sahipleri Tatarlar olsun. Kırım'ın büyüğü Kırım Tatar olsun. Ya Rabbim, seni eşit menin dileğim yerine gelsin. О, машалlah, такой порядок. Традиционный Крым. Какой порядок? Это невестка продала дом. И сейчас вот дети строятся там. Традиционный крымско-татарский подвал, да? Сейчас сделаем обзор на ваши закатки. Загадки. Это у вас оливье готовый, да? Я не знаю, не помню уже. Вот такие компоты мы в детстве очень любили. Подушки вон. Мама никогда не делала. Она делала варенье, а компот не делала. Дать? Не-не-не-не, Почему? Сейчас все Нет. нормально. Не, Сейчас это у нас все есть. Саунс, Дома- саунс, не дома- надо. инжировое варенье. Саунс, это мы Не, уже инжировое. злоупотребляем вашим этим. Инжировое варенье. Саунс. Вы отказываетесь от инжирового варенья? Нет, мы не отказываемся. Инжируешь, да? Да, Все. да. Вы нарезаете, да, инжир? Да, да. Вот так Ну, вот. Давай по-разному. быстрее выходи. А вы там снимаете? Вот так вот. Идея Ханум у нас живет. Сейчас поедем Джами посмотрим. Джами интересный, с историей. Вот я точно здесь снимали. Вот это, хотя вот Чешме на входе что-то я не помню такого. Это новое, наверное. Нет, ее, а вот это Порсук Кая называется. Это же, папа всегда говорил, визитная карточка Коза. это вот. Да. Вы же мимо нее проезжаете. Ну да. Да. Вот эта дорога под низом, это идет от Тузы. Коктебельск. А вот ниже, вот прям под ним идет дорога. Вы же, дорога пошла налево, а вы Да. поехали прямо. Да. Вот эта вот дорога вдоль Порсука идет. Порсукая это барсук. Порсук это барсук. Мгм. Папа вам всегда говорил, вот это Порсукая визитная карточка. Ток-сорт. Вот это чалка. Чалкая. Это которая вдалеке там, да? Да, это чалка самая знаменитая, а не чалка. Чалка. Чалхая, почему? Чалкая. Ну, чал, не знаю. Ну, картларом. Сейчас называют чалка. Ну, руслар чалка говорят. Ну, вообще название чалкая. Вон кушкая. Вон. Это Кушхая, наверное, у всех есть. Да. Помните, как это все строилось, да? Конечно. У нас было... Бабам пошел в сельсовет все время и говорил, вот у нас была мечеть 200-летняя, ее нет. А мечеть была при въезде в деревню. И вот
давайте нам землю. И добился вот это гектар земли под мечеть. Она была официально оформлена, все. И теперь вот стройка. Ну, у отца такая, мне казалось, это какая-то неосуществимая задача. Но это мечта у него была, что вот нужно сделать мечеть, построить. И вот через дорогу вот там был большой тепличный комплекс совхозный. Бабам его взял под снос. И тогда здесь вот эти все стройматериалы, их там, мы посчитали, сколько там блоков, ФСок, их перенесли на эту территорию. Мы сфотографировали, потом написали письмо, воззвание. Помогите, вот мы готовы, столько у нас всего есть, мы готовы, мы хотим мечеть в селе. И буквально вот через 2, наверное, года, не более, да, у нас объявился в Кувейте спонсор, и он построил за 9 месяцев, в течение 9 месяцев было построено это огромное здание. Но это не только мечеть, это и к нему еще Дерсхане, учебный корпус. Бабам все мечтал, что здесь со временем может быть медресе. Ну, там у нас были и библиотека была, и маленький музей был. Ну, в 2002 году вот у нас памятная доска, и на ней вот имя того человека, который пожертвовал свои деньги на строительство. На И арабском, в 2002 году эта мечеть была построена, и ее торжественно открыли. Здесь вот было бабам, каждому, наверное, здесь жителю деревни, ну, своим соотечественникам обратился, чтобы принесли, посадили дерево. Привезли, чтобы цветы. И у нас вот здесь вот везде были розы. Он построил вот этот фонтан. А Это чешми его- настоящий? Да, он Ой, работает. чешми, говорю, этот. Фонтан, Гугум. да? А, да, это гугум наш. Бабам его там так сделал. У нас еще гугумы есть. Только нету того, кто будет за этим всем смотреть. Здесь везде было зелено, здесь все поливалось. Бабам с утра уходил в мечеть. Ну, теплица вот, да, вот. Да, через дорогу. да, вот через дорогу было. И А сегодня открывается этот нет, это джами? нет. Это аварийное. То есть она вообще не Второй функционирует? этаж, крыша аварийная. И мы уже обращались, спонсоров искали, чтобы нам помогли. И тихо-тихо вот джемат, Козын джемата своими усилиями там сделали аптесхане, окна поменяли. И делают кое-что такое уже более-менее. Но внутри сейчас ничего не проводится, да? Здесь на первом этаже нет, то есть на втором нет, внизу, на первом. А аварийность, значит, протекает крыша или что? Крыша там вообще просела. М. И, ну, в общем, за 20 лет она просто ни разу не ремонтировалась. И не было человека, который... Вот после смерти отца 10 лет. Ну, просто ребята начали года 2 здесь заниматься ремонтом, а лет в 7-8 вообще ничего не было. Никакого движения. Деревья высохли очень много. Здесь все в саду было. Ну, сейчас вот рядом вот эти дома, все это же крымско-татарские, да, дома? Да. Вот это новострой, да, такой? Ну, у нас вот дали участки вот отсюда. То есть от нашей улицы туда дали, до дороги, а это был все самовозврат. Люди стояли здесь на пикете, под А вон там дубинками получили. Вдалеке вон дом такой. Это не наш. Ну, я такой смотрю, думаю, это что-то... Ну, это Человек в поиске, наверное. заезжий. А вы говорите, Заезжие. само село, Хос, оно было выше, да? А оно было, когда вы въезжаете, это было вот по правую сторону. Вот эта вся деревня была наверху. М. А от старой деревни там буквально 2-3 дома осталось. Там больше ничего. Мы еще, когда в 70-м году, я помню, приезжала, бабам показывал свою школу, двухэтажная школа была довольно такая. Здесь была 7-летка, потом 8, 9, 10 в Утузы ездили они.
А когда вот здесь на втором этаже закрыли, перестали, ну, относительно недавно или давно уже закрыто? Нет, недавно. Ну, наверное, лет 7, 6-7. После смерти отца. Потому что, к сожалению, Бабам за этим всем присматривал. Он был мало того, что руководителем мусульманской общины, он и Ну, инициатором был, Да. инициум. он мог со всеми договориться, кого-то уговорить, на кого-то крикнуть. Но отца уважали, и сейчас джемат понимает, что такого, как отца, нет. Кстати, вот это вот все по периметру железный вот этот забор, Да. да, это Анам с Бабам красили еще столько лет назад. И так и стоит эта краска? Да. После этого никто не красил. Здесь вот цветы были. У нас был Бабам друг, то есть в Анкаре Мехмет Амджа Алтунбаш. Вот он проспонсировал, что Это построил позже, да, такой- было уже? Нет, Кишме? это, ну да, через 2 года буквально после открытия. И вот он, вот, чтобы фонтан был в честь его тестя. И вот такую доску, и такой сделали. Но он действует, тоже требует ремонта. Хотите, сзади покажу еще? Да. Пошлите, Конечно. пошлите, пошлите. Джами açık içinde. Давайте зайдем. Да ладно. Не так. Ну вот это, представьте, вот здесь вот такие розы, вот такие были. Все, ничего не осталось. Помимо роз здесь, говорю же. Так. Что-то наши дети здесь, Рамадан, ух ты, нарисовали. Здесь какое-то обучение сейчас есть? Нет. Ну, раньше, когда Тохлух, деревня соседняя, пока там не построили мечеть, на Байрам намаз наполняемость была все 2 этажа, потому что оттуда люди тоже приезжали. Ну, сейчас у них новая великолепная мечеть. И bizim cemaatimize yeти. Но там наверху аварийное все. Ну, Шандаки Ашлар вот сделали здесь ремонт, Ашхане, Мгм. кухню сделали, Абдесхане. Очень нормально, молодцы. То есть началось движение здесь и такое. Ну, наверное, поняли, что это Аллах Нева, и надо его беречь. Ну, джума здесь сейчас проводится, да, вот здесь? Да, джума намаз, байрам намаз, конечно. И ифтары, в этом году очень много ифтаров проходило, и женщины, как женщины, так и мужчины. Это старые деревья, да? Нет, это вот Бабам сажал. Ну, Бабам сажал, то есть Ну да, еще он делал. 20 лет назад. Вот здесь инжиры, какие огромные. Вот такие инжиры. Вкусные очень. А вот здесь был музей, да? Знаю. Он и есть. Замок же висит. Зайди. Света нет. Это Бабам Санам собирали. Но я забрала здесь ценные такие. Мгм. Здесь есть безлер, Мгм. которые, ну, у Львие Аблаева сказала, что больше нигде таких узоров не видела. Только у нас. Фотографии стоят. Это оригинал фотографии или нет? Да. Вот, кстати, Атларарана, где депортированных здесь собирали и Мгм. отсюда вывозили. Вот деревня старая. Это участники войны. Здесь очень ковроткачество было развито.
А вот эти вещи, это с хоза или... С козы. Это все коски приносили. Здесь солдата одного безымянную могилу нашли, а там оказался Коски, который погиб, считался без вести пропавшим. По медальону. И его перезахоронение Бабам здесь организовал. Вот так. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы это все заработало? Такой же Рифат Муслимов должен быть здесь. Он родиться может? Но здесь, если учителя крымские татары не приводят сюда учеников, ни разу не было. Насколько я помню, я такого и не помню, что пришли, здесь им сделали экскурсию, чтобы рассказали. Еще Бабам, когда живой был, он проводил экскурсию, приезжали, и то отдыхающие приезжали в джами, и он показывал, с удовольствием рассказывал. Но так, что наши учителя не было. Это Салиевы братья, борцы. Такая интересная фотография Волошина. Да, это Низами Ибраимов. Такая Спасибо. девочка. Классно, да? Так смотрит, не понимает, что происходит. Как у нее одежда, смотри, какая. Мгм. Феска, фартук. То есть это не нарядно, не постановочно, Не, понимаете? не, она шла по воду, и вот тень Волошина. видишь? Мгм. Ну, ее сначала думали, что это Косская мечеть. Там минарет от нее, но потом сейчас говорят, что это Отуская вроде бы. Вот так. К сожалению, нынешней молодежи это не интересно и не нужно. А молодежь вообще есть? Да. Вы про этот гугум можете что-то сказать? Это тоже Костский, да? Да, это Хоски. Ну, я ничего не могу сказать, это Бабам. То, что у нас гугумы были, и вот он решил такую идею. А нас гугумден ташып суч хаджахундан. Это же они же формами отличались. От Харасу-Базарских, от Бахчисарайских отличались формой. Ну, здесь как такового в Судаке не было же этих таких мастеров. Здесь ковроткачество было. Самое гугум. знаменитое. Ну, значит, покупали, да, покупные. Здесь, наверное, покупные. Скорее всего, таких артелей, цехов не было. Мы набыли. В плачевном, да, состоянии? Издалека она кажется такой красивой, большой. Ну, оно и есть большое. Ну, ее вроде бы купол. Сейчас все мы собираем на купол сборы. Внутри купол сделать. Говорят же, бахсан баголы, бахмасан даголы. Мына. Джами идем. Барик.